Чай закипел. Сейчас заварим. Иди туда. Будем заваривать. Иди. Так. Да, печка не хочет. Вообще молчит. Тлеет там, дрова тлеют. Нифига не горят. Так. Так, надо супчик по-быстрому сварганить. Яйцо привез сегодня. Тут клей, туда-сюда, это ненужные вещи, все это ненужные. Молоко, если кашу буду варить, на всякий пожарный. К чаю вот такие пряники, очень вкусные. Хлеб. Так, ну, может пригодится там свет. Еще хлеб немножко так. Такой закуска такая. Наверное, попробую суп из него сварить. Половину бахну, что-то получится. Соль. Газовые плиты. Конфета. Консервы. Семечки. Так, лук. Прикуску. И картошка для супа. Поwerbank тут еще у меня. Ой, блядь, банку даже привез. Ай-яй-яй. Банку-то зачем было? Я сегодня, в принципе, в поход никуда, чтобы в банке чай кипятить не буду. Ладно, пускай. Поwerbank здесь тоже поставлю. Все, газ поставим. В принципе, вполне достаточный набор для ночевки. Может, одну ночь, может, 2 ночи здесь будем. Посмотрим, как дело пойдет. Блин, это тоже уже больше полугода уже сушки. Украинский чай, вон он. Вот его и буду заваривать. Это от подписчиков чай. Так, тут у нас песок сахарный, туалетная бумага. Так, кружки, ложки, кастрюли. В принципе, пока ничего отсюда не надо. Ну и ложку еще подниму. Так, это пока тоже нам не надо. Завариваем чай, ребят. Чай листовой. Вкусный чай. Там несколько пачек отправляли. И до сих пор я еще пользуюсь. Дома пили чай. И у меня сын в Питере. Как бы гостиниц ему еще оставили. Приедет еще. Там какой-то необычная упаковка чай. С часами даже. Ну, распаковку я показывал. Вот этот чай я оставил Денису. Приедет. Попробуем этот чай. Так. Чай древний, чайник древний, все древнее. Ну, пока пользуюсь. Керамический уже с трещинами. А новый брать там тоже покупали. Все время кипяток как-то уходит мимо стакана. Пока воздерживаюсь новый брать. Так, сейчас пока чай заваривается, я сейчас картошку почищу и буду суп варить. Я нахожусь, ребят, под навесом сейчас. И обратите внимание на вот это. Под навесом тут белка шишковала. Вон, 2 шишки тут
Заербанил он. Это белка. Вон он. Грызли тут. Вот такие у нас соседи. Белки. Сейчас замутим супчик. Мусора будет. Ну это ладно. Блин, тебе тоже надо. Чуть не забыл, кашу тоже сварить надо. Да? Кашу надо сварить. Многовато, конечно, получилось картошки. Ну и фиг с ним. Погуще будет. О, жару-то сколько-то. Мигом все закипит. Мигом. Там угли хорошие. Хорошие угли уже тут. Раньше вот такая печка была. На той избе там ремянку тоже ставили рыбаки. Это не у хозяина, а другие рыбаки ставили. Потом я здесь уже вместо костра пользовался. О, лапу дает, блин. Вот. Ну, ждем, пока тут закипает, я, наверное, пойду чаек попью. Что-то хочется уже. И надо позвонить еще домой. То ждут там звонка моего. Хорошо. Вот, ладно. Иди. Сейчас я тебе сухой корм, вкусный сухой корм дам. Уйди, уйди. Сейчас это... Подожди. Там кашу сварим. Ох, сейчас будет там хрустеть аппетитно. Тула, канада. Ах, сейчас послушаем, как он будет хрустеть. Куда-то зацепилась. Ну.
буду мешать. Пусть жует. И мы чай попьем тоже. Стакан сполоснул. Кто там написал мне, что пью из грязного стакана. Стакан сполоснул на, знаете, вот этот налет от заварки, этот стакан уже 100 лет ему. И налет этот не уходит. Ну, если сухим пемолюксом или же обычным речным песком там промыть. Но мне это лично не мешает. Чай как и был вкусный, так и есть вкусный. Ну вот, будем пить украинский чай. Первый нормальный перекур. Не знаю, время я как обычно без часов, но и на время не обращаю внимания. Как устану, как все надоест, я просто вот закинусь и буду спать. Как лягу и завтра тоже надо выспаться. Завтра таких особых планов и нету у меня. Чтобы рано вставать, что-то делать. Можно и расслабиться, поспать, отдыхать. Такие пряники покупные тоже. Тулана спать нельзя. Избеня приучаю вообще. Пусть свое место знает. У него там будка. Будка не хуже этой избы. Поднял на мох. Уютная будка там. Настил есть. Все есть. Короче, я пью чай. Там посмотрим, что дальше. Главное суп сварить, пока дождя нету. Да и нормально, вроде погода. Завтра к вечеру, наверное, дождь только начнется. Немножко хоть печка начала трещать. Может разгорится там сейчас. Короче, выходил в амбар. Ну там перловка у меня для собак. И я нашел пакет. Тут бич-пакеты 14 года еще. Вот это хрень. Вот это Ролтон. Но бич-пакет я ел и ем. Это не скажу, что сверх такой ядовитая пища. А вот эта фигня, вот это 100% химия. Я как-то прикупил тоже в город, съездил, коробку, большую коробку вот этой фигни взял и, иду в поход, беру пару штук и на этом я ел, короче, и ходил. Но после этого у меня организм, мне что-то поменялось. И, короче, никому я это не советую. Бич-пакет, этот Ролтон можно. Но это я тоже уже выкидываю. Это я в печку выкину. Потому что срок годности истек. И этот 14 года тоже буду выкидывать. Тоже в печку. Ну и макароны еще. Вот это макароны. Зачем я вообще рассказываю про это? Тут еще была жженая жвачка. Жвачка тоже подозрительная. Я одну попробовал, она мягкая. Вот. Дирол. Но уже мягкая. Вот. Я попробовал, но не стал уже жевать. Это тоже все. Брак. Это я в костер вынесу. А вот этот макарон я собаке сварю. Вот такая фишка, короче. И пакет пустой, тут больше ничего нет. Хотел перловку сварить, а я сварю, сварганю ему вот эти макароны.
Да и тут, наверное, вот эти бич-пакеты уже тоже 14 года. Это тоже, наверное, вынесу я. Эти туши, конечно же, приправы, это ничего с ними не случилось. Чай дофига. Ребята оставляют там, охотники. Соль надо наложить сюда. Конфеты прошлый поход оставлял. Ну, вот эту фигню я, чтобы никто не отравился, я это выкину. Жрать это человек не должен. Срок годности истек. Вот так. Вот так. Вон она. Ролтон. Гори синим пламенем. Это химия натуральная, блин, это пюрешка. Макароны более-менее еще. Ну вот. Сейчас вода закипит. Вода закипит. Блин, погода вообще. Слышите, птицы поют, в общем. В амбар выходил. Пока комаров нету, вообще шикарно здесь. Там тоже птицы поют. А рябчика вообще не слышно. Да и вообще погода вообще класс. Разве это не красота? Закипела вода. Так. Ладно. Будем тут кашеварить. Закидем тушенки. Выйди туда. Нельзя. Я тебе приготовлю, нормально покушаешь потом. Не знаю, понимает, нет. Нельзя. Так. Еще добавлю в суп закусочная. Так, закусочка. Закусочка. Не закусочная, а закусочка. Он салат, в принципе. Тут перец, капуста, туда-сюда. Первый раз пробую. Как попробуем, скажу. Делать, варить из этого суп, или же фигня получилась. Половину банки, наверное, хватит. Это на следующий раз кашу сварю, там с кашей можно. Так. На вид, конечно, между прочим, ништяк. Пока. Так, ну и соль еще. Так, чтобы не переборщить. Чтобы не переборщить. Такой овощной суп получится, между прочим. Нормально. Так, еще чуть-чуть.
очень даже неплохо получится, думаю. Вот смотрите, тут перец, капуста, лук, морковь. Такая закуска. Такая закуска, ребят, бывает больше моркови, а здесь больше перца. Я вот такой выбрал. Мне морковь особо не нравится. Ну и поставим дальше вариться. Блин, там жарко тут. Сейчас еще нельзя. Закину этот. Уйди. Сейчас собаке еще макарон закину. Ох, наваристый. Ай. Запах по всей тайге пошел. А вот, супец поспел, очень аппетитно все выглядит. Будем обедать. Сюда бы еще майонез. Не помешал бы. Дофига супа. Целая кастрюля на несколько дней, это мне хватит. Сегодня точно я это не доем. Господь Тулан. Господь. Вот теперь я смело могу посоветовать всем, кто смотрит меня, попробовать так сварить суп. Картошка, любая тушенка, какая под рукой у вас будет. И закуска вот этот. Консервы я показывал. Это вместо приправы во. Такой суп, он наваристый получается. Там томатная паста, лук, перец, всякие овощи разные. И из этого нормально, очень вкусный суп получилось. Да. И сюда еще майонез. Или сметана на любителя. Ну, я обычно майонез люблю. Так, нож у нас получается на улице. Так, надо сходить за ножом. Выходил за ножом. Там у собаки макароны варятся. В костер добавлять больше дровишки не буду. Вот жалко, и время не знаю сколько сейчас. Я домой еще пока также не звонил. А надо бы. Вот так. Ну что сказать еще. Первый обед у нас в этой избе. Первый весенний поход на лодке. Все первое. Начинается летний сезон. Рыбалка, думаю, пора снимать. Очень вкусно. И в прикуску еще лук репчатый. Конечно, лука там навала даже, но прикуску я люблю. Лук, короче, сейчас вот продают они, ну, не злые, так скажем. Они как-то молодой лук, или я не знаю, сорт такой, что вот не такой вот злой.
Нормально. Занес матрас. Сейчас постелю, пусть греется. Греется матрас. И буду заниматься своими делами. Позже включусь вечером. Еще подкину дровишек в печку. Пусть греется изба нормально. Вот так. Ну все, ребят, я обедаю. И буду заниматься своими делами. Пытаюсь дозвониться до дому. Вот в этом углу только МТС ловит. Спрашивали, ловит ли тут телефон. Везде пробовал. Вот здесь, возле этого столба, 2 шкалы есть. Вроде идет. En osta. Ostan sen. Kümün çasmağını. Мы важны низком лапты. Куда-то опять уже ушел туланчик. Лок-то Лок, щай. Пусть подкрепится. Вот так. 2 полена закинул. Березы. Береста там горит. И еще целую чурку еще бахнул туда. О! Вообще класс. И спокойно он будет гореть там. Все. Жар офигительный уже. Кирпичи постепенно нагреваются. Направляюсь к лодке. Оружие сегодня у меня вот такое. Ружья нету, вот топор в руках. Вряд ли что-либо смогу этим топором я сделать, скажем, со зверем, с медведем или еще при встрече. Но как-то на душе легче, когда что-то в руках вместо ружья. Фу. Зеленая трава уже вышла вон. Ну, кормежка для зверей, птиц есть. Сейчас уже с голода никто не умрет. Что медведь, что лоси, что косачи тоже траву употребляют, барая птица. Так что кто выжил суровую зиму и дальше будет жить. Так, ну что, вода уходит. Вот за сегодняшний день, что я был в избушке, ушло где-то сантиметра 3 воды. Так, вот ради этого я сюда и пришел. Сейчас еще как бы ничего трогать не буду. Обратно пойду к избушке. Ничего нового я не вижу тут.
Бывает так, таежная река, за час может метр подняться вода или же метр уйти вода. Я один раз с утра пришел к лодке, а лодка у меня вот так висит на причалке. Еще чуть-чуть и набрал бы воды моторка. А? Куда ты едешь, Ладно? Или покатаемся? Ну давайте тогда хотя бы пару километров съездим. Все равно у меня бензина дофига. Погуляем. Что-то интересное, может, увидим. Сколько опилок. Мусора тут у нас в лодке. Да? Ладно. Вон. Покатаемся, так покатаемся. Что-то капризничает у меня моторка. Неудачная моторка попалась, честно говорю. Сперва магнито сгорело у него, у Suzuki 6. Говорят, что моторка иномарка работает безотказно, но 8 часов работы и магнито. У многих такая же причина. Карбюратор, редуктор у многих уже поломалась. Потому что в суровых условиях мы используем эту моторку. Видели, как, через какие бревна я перепрыгивал. Ну, вот моторка и не выдерживает. А так удобно, задний ход есть. На малых оборотах хорошо работает. Плюсов очень много тоже у иномарки. Не знаю, выше там заторы есть, нету. Глянем.